Последние больше уже года вся ситуация толкает нас к тому, чтобы отказаться от глубокой кооперации со странами Запада и толкает нас к тому, чтобы развивать здесь или находить партнеров в дружественных странах. Анализ показывает, что продукция, любой компонент, любой, произведенный в Китае на 30% дешевле, чем произведенный этот же компонент в России. Потому что там НДС, например, не 20, а 13%, потому что в Китае кредиты для промышленных предприятий не 10, не 15, а 1% годовых. Потому что там электричество дешевле и так далее, по всему спектру этих вопросов. И можно эти примеры перечислять десятками. Вот нам цена металла для Россельмаша определяется в Лондоне, да? Вот это заложено этими самыми Авином и Чубайсом, что мы должны жить, цену, липецкий металл Россельмаш покупает по ценам, которые определяются в Лондоне. Не себестоимость производства в Липецке или где-то там, в Череповце, да, или на Магнитке. Нет, в Лондон. И эта цена в 2 раза выше и даже больше, чем цена, которая была бы справедливой и определялась бы себестоимостью. А Китай живет по-другому. Там металл гораздо дешевле достается машиностроителям, чем достается российским машиностроителям. Поэтому бульдозер, привезенный из Китая, продается на 30% дешевле, чем бульдозер, который произведен в России. И когда мы говорим кооперация, Россельмаш сейчас, последний год назад активно в стрессе были, мы все искали новых поставщиков гидростатических трансмиссий, сотни наименований. В России, еще раз, если они даже есть, эти производители, то плюс 30% по цене. А Китай, пожалуйста, берите. Эта кооперация между нашими предприятиями, этот вопрос повисает в воздухе.